Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о ходе реализации национальной стратегии устойчивого развития страны до 2017 года. Сегодня мы поговорим о деятельности и работе Российско-Кыргызского фонда развития. Российско-Кыргызский фонд развития был создан в ноябре 2014 года благодаря соглашению между Россией и Кыргызстаном. Цель фонда развития – стать надежным финансовым партнером в интеграции кыргызской экономики в Евразийский экономический союз. В сентябре 2015 года фонд выдал свой первый кредит. С этого дня заработал продукт «Льготное кредитование бизнеса». Помимо этого, фонд предложил предпринимателям лизинговые операции с софинансированием проектов совместно с международными финансовыми институтами. Куанышбек Кеңешевич, давайте напомним нашим телезрителям о деятельности фонда и финансовой возможности. В принципе, можно констатировать, что фонд состоялся. И те успехи, которые есть, это на сегодняшний день практически 579 проектов, более 11 миллиардов сом, либо 167 миллионов долларов. Сегодня уже практически они одобрены и вложены в экономику Кыргызстана. Большая работа, которая связана уже по структуре таких крупных проектов. Таких вот у нас практически 22 проекта. Это где напрямую финансируют. А какие это проекты? Это такие крупные, если крупные назвать. институциональные проекты. Это вот строительство, допустим, текстильной фабрики в городе Токмак, Карабалте. Мы сейчас строим Крызметалл. Это новый крупнейший будет завод по производству металлических изделий. То есть строительные арматуры, предприятия, которые будут построены с аэропортом Манас, то, что мы делаем, полностью реконструкция и модернизация Манаса. То есть такие крупные проекты. При этом надо сказать, что фонд сегодня состоялся и как партнер для крупных инвесторов, портфель кредитный, который есть, мы достаточно можем себе позволять уже. И я думаю, что уже для практически все игроки, которые на финансовом рынке здесь есть, в Кыргызстане, они рассматривают именно фонд как партнер. Это и такие как большие финансовые институты, международные, как EBRD, АБР, KfW, то есть те, которые сегодня уже видят, что на финансовом рынке появился такой мощный кыргызский инструмент, это именно финансовый инструмент, который позволяет решать многие вопросы, допустим, гарантии для этих крупных банков, для коммерческих проектов. Это очень важно. А теперь, конечно, хотелось бы узнать, как здесь ваши сотрудники работают. Вы могли бы показать нам процесс работы? Так, здесь что у нас? Здесь у нас служба внутреннего аудита и риск-менеджмент. Ага. Это главное, две службы у нас, риск-менеджмент и аудит. За ними именно контрольные функции и предрешение, которое мы даем, предварительное решение на одобрение кредитов, как раз таки риск-менеджеры они рассматривают. Ясно. Учитывают все. Все до мелочей. Все, да. Ага. Это наше основное звено. Здесь у нас сидят кредитники. Вот которые выдают кредиты, да, уже? Которые, готовят проекты совместно с нашими бизнесменами. Очень многие хотят получить кредиты от Российско-Кыргызского фонда развития, потому что проценты низкие. Вы могли бы напомнить условия? На сегодняшний день то, что наши ставки, которые есть, у нас два направления основные. Это прямое финансирование, это по 4% годовых до 15 лет. Что касается мелкого среднего бизнеса, я думаю, для нас это основной клиент наш, это через коммерческие банки. Сегодня 10 банков участвуют в этой программе. Потенциал около 12 из 25 банков, которые по всем требованиям подходят. Через банки финансируются до 5% годовых в валюте или либо 12% в сомах. Так. Что вопрос поднимали насчет стратегии? Да, как раз таки мы Для слышали, нас что у очень вас важно было, стратегия развития фонда, да? Фонд, что с ним будет, потому что у многих людей, здесь у нас я хотел еще показать, это как раз служба, которая занимается коммуникацией. Коммуникациями? Знаете, что мы открыли колл-центр, где каждый желающий может воспользоваться. И все, идет записи, все это воспользоваться и позвонить, допустим, жалобы, либо узнать какую-то информацию. Это хороший подход. И
Жалоб много поступает? Жалоб не очень много, и в основном просят информацию. Никто не хочет читать. Все Вот эта так. информация есть на веб-сайте, но все же лучше, наверное, у нас Фонд по-крымски позвонить, да? один раз услышать, чем 1000 раз прочитать. Вот так. Что касается стратегии, очень важно было понять, что с фондом будет. Если вы знаете 500 миллионов уставного капитала, 500 на принципах МАР, то здесь стоял вопрос, что будет с фондом. 2-3 года максимум, и эти 500 можно именно разместить в экономику. Что Так. дальше? Так. И здесь стал вопрос, и мы для себя именно совместно, вот здесь очень важно, что мы выбрали партнером себя Национальный институт стратегических исследований, который непосредственно при президенте, и который пытается сегодня именно структурировать экономического развития, допустим, вот именно Экономическое развитие страны? И для нас очень важно, чтобы синхронизировать вот те процессы, которые происходят в рамках деятельности правительства и нашего фонда. Ну вот ваша вот стратегия фонда, в чем вот заключается вот основа? Основа заключается в том, что сегодня вопрос не о размещении средств важно, а сегодня, что фонд выступил гарантом для прямых инвестиций, которые могли бы быть внесены, инвестированы в экономику. А вот я слышала, что ваш фонд вот работает, вот рассматривает такие какие-то новые проекты, такие инновационные. Это какие проекты? Ну, по инновационным, допустим, это вот зеленая экономика полностью, практически она вся инновационная. Вот мы пытаемся именно создать условия, когда предприниматели приходят и говорят, мы хотим, мы смотрим на эту сторону, да, какие у них проекты, именно качество этих. Что они дадут Кыргызстану, не только производству, но и с точки зрения экологии, с точки зрения сбережения, энергосбережения. Очень большой у нас вклад, именно я думаю, что в этом плане экспортный банк Чехии. Да. Вот очень важно здесь понять, что у нас партнер появился, и у нас лимиты, которые позволяют. Многие компании чешские, которые сегодня есть, они готовы локализовываться здесь, в Кыргызстане. Ну, дополнительно сейчас вам советник наш, он по стратегированию расскажет, я надеюсь, что будет интересно. Добрый день. Здравствуйте. Это Аймен Касенов, как человек, который у нас занимается стратегированием совместно с Национальным институтом стратегических исследований. Я думаю, будет полезно вам пообщаться. Хорошо, спасибо. Успехов вам. В фонде у нас 500 миллионов. На сегодняшний день мы одобрили 569 проектов на общую сумму 167 миллионов. То есть по нашим подсчетам примерно 2-2,5 года эти деньги закончатся. Что мы должны для этого делать, чтобы они не закончились? Какие глобальные тренды мы сегодня видим? Что происходит в мире, у нас в регионе и вообще наши национальные характеристики, чем наш рынок отличается от других? Мы видим, что экономический вообще центр переходит в сторону Китая и Индии на сегодняшний день. Это глобальный тренд. Мы видим, что темпы экономического роста в мире замедлились. Мы видим, что стоимость денег в мире она стала дешевле, то есть снизилась. То есть есть возможность привлекать более дешевые деньги. Мы видим, что страны Азии становятся основными держателями ресурсов. То, что касается региональных трендов, да, мы вошли в единое пространство Евразийского экономического сообщества и торгового сотрудничества. Мы видим, что в России и Казахстане снижается экономическая активность. В России санкции есть. Мы видим, что растет возможность Индии и Китая. Это региональный тренд. Мы видим, что растет национальный протекционизм в России и Казахстане. То есть, когда там закрывают границы для экспорта нашей продукции, да, пользуясь различными. Проблем много. Проблем много. Ну и есть политическая нестабильность в Центральной Азии. Есть. Наш рынок Кыргызской республики, чем он характерен? Он всего лишь состоит из 6 миллионов человек, это ограниченный рынок считается, неразвитый. Финансовый рынок у нас неразвитый. Наблюдается большое технологическое отставание экономики, нет инноваций. Как я уже сказал, высокая степень теневой экономики, это более 30%. Из положительных вещей это высокая степень адаптивности и мобильности нашего населения, соответственно, рынка. То есть вы взяли национальную характеристику, да, рынка? Чем мы отличались? Чем мы отличаемся, да. Ну, то есть вот наряду с проблемами, у нас единственная положительная часть, то, что мы очень мобильны, готовы действовать, и население очень мобильное. То есть это говорит о том, что очень большой потенциал есть. Ну, для того, чтобы вот действительно уже действовать, что вы предпринимаете? Теперь актуальность стратегии. Так. Почему эта стратегия актуальна?
С 1992 года по сегодняшний день Кыргызстан привлек 5,7 миллиардов долларов. В основном из Азиатского банка был, Всемирный банк, Европейские банки, всякие институты развития. Из этих 5,7 миллиардов долларов в энергетику 35%, в транспорт 32%, госуправление 15%. На сегодняшний день износ основных фондов в Кыргызстане составляет до 45% в среднем, да? А в некоторых отраслях до 60%. Это энергетика, уже достаточно старая. Для того, чтобы поддерживать в таком состоянии наши основные фонды, мы не говорим о развитии, нам нужно в год, то есть в 5 лет 1,2 миллиарда долларов. Только поддерживать, не говоря уже о развитии. Теперь в фонде у нас всего лишь уставной капитал 500 миллионов. Тем больше добавленная стоимость, тем больше мы зарабатываем. Это первый индекс. В соответствии с этим индексом мы занимаем 104 место от 185 стран. Второй индекс, который мы взяли, это индекс глобальной конкурентоспособности. То есть насколько экономика Кыргызской республики конкурентоспособна с другими. Мы по этому показателю занимаем 111 место. И выбрали индекс, такой средовой индекс называется Doing Business, по нему мы занимаем 67 место. Насколько легко заниматься бизнесом в Кыргызской республике. Вот по этим 3 индекса, которые как бы наиболее связаны с долгосрочным ростом и развитием, соответственно. Вот это сложность экономики Кыргызской республики. Она вот такой вид имеет. Вот она в целом экономика вот такая. Она рассчитывается на основе показателей Гарвардской школы. Как вы знаете, вот экономика она не может скачкообразно расти. Да? Она растет естественным образом, развивается вокруг существующих технологий. Смотрите, вот в 1994 году, вот эти точки обозначают разные секторы экономики. Ну, допустим, зеленый – это сельское хозяйство, там желтенький – это легкая промышленность. Вот бирюзовый – это уже электроника, там, химическая отрасль, то есть более сложные продукты. Чем ближе к центру и вот к этой части, тем сложнее экономика, и тем больше мы зарабатываем, тем больше добавленная стоимость. В 1994 году у нас индекс этот давал 0,36, он был выше нуля. Вот он уровень 0. За годы независимости мы спустились до минус 0,61. Вот экономика как выглядит на сегодняшний день. Славненько, да? 2014. Если у нас вот здесь было какое-то производство, видите, да, лампы мы производили, даже торпеды производили, какая-то там завод ЭВМ был, физприборы, вы помните, были. То есть была достаточно развитая, да, сахарная промышленность у нас была развита. Вот. А на сегодняшний день, вы посмотрите, у нас осталось всего 2 сектора. Легкая промышленность и сельское хозяйство. Что мы должны делать? Значит, так как у нас есть население, которое этим занимается, в легкой промышленности, то есть легкой промышленности и сельском хозяйстве, то мы должны идти теперь от этой точки к следующей, более усложнению. То есть если сейчас мы там шьем сорочки, завтра мы должны шить костюмы, потом спецодежду какую-то, то есть больше идти по усложнению продукции и, соответственно, больше зарабатывать. Если мы говорим о сельском хозяйстве, то мы должны говорить о том, что мы должны идти по глубине переработки. К переработке да. переходить. Поэтому из этой индекса сложности экономики мы взяли вот эти 2 отрасли как наиболее перспективные на определенном этапе. Вот вы посмотрите, как говорят, золото у нас, да, но золото это считается экономическое рабство. Мы только выкачиваем наши недра, все это отдаем, и все, и больше развития нет. Вот у нас есть зачатки машиностроения, зачатки химической отрасли есть, кто-то чем-то занимается. Вот мы должны найти вот эти вот проекты, их финансировать, и чтобы они развивались. Следующий индекс глобальной конкурентоспособности. Он показывает, насколько мы конкурентоспособны в глобальном мире. Что он характеризует? Да? Чем ближе вот к этой паутине, чем ближе к краям, тем больше, лучше у нас ситуация. Из этого взяли, что у нас неразвитая инфраструктура. Мы говорили о том, что 60% уже там, допустим, в энергетике 60% износа основных фондов, в среднем 45% по экономике. Нету инноваций, проблемы. Рынок очень маленький, 6 миллионов населения. И технологическая оснащенность очень низкая. Мы своими действиями фонда не только будем развивать и финансировать вот те отрасли, которые мы сказали, но и, соответственно, влиять на те индексы, которые мы поднимаем. Это что нам даст? Чем выше рейтинг страны,
тем более дешевые средства мы можем привлекать. Но все-таки вы могли бы еще раз так подчеркнуть для наших телезрителей, вот какие приоритетные направления и отрасли экономики фонд рассматривает в первую очередь? Мы взяли 4 приоритетных, это, я сказал, из индексов. Это легкая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, электронику мы должны развивать, и также развитие инфраструктуры городов и сел. Когда мы говорим о машиностроении, электронике, химической отрасли, почему? Это наиболее отрасль, которая обеспечивает долгосрочный рост. Ну это понятно, но машиностроение, неужели у нас возможно в нашей стране? Возможно. Нас просто убедили в том, что мы не умеем этого делать. Мы умеем на самом деле. Как вообще привлечь сюда, чтобы здесь появилось машиностроение? Когда мы смотрели индекс глобальной конкурентоспособности, мы видели, что у нас рынок ограничен. Мы вступили в евразийское сообщество. Если у нас был рынок 6 миллионов, сейчас он стал 180 миллионов. Как мы должны работать? Мы говорим иностранному инвестору: локализуйте у нас производство, тоже машиностроение, тоже электронику какую-нибудь, собирайте у нас, делайте. Из известной фирмы. Известной фирмы можно, да. Локализуйте производство, мы вам обеспечим выход 180 миллионов. Мы видим перспективу, мы видим глобальные тренды, и, соответственно, мы идем к тем компаниям, которые способны дать нам это технологическое какие-то новшества, инновации. Мы должны искать таких партнеров, которые готовы на сегодняшний день поделиться технологиями. В Кыргызстане должны создаваться центры R&D, в Кыргызстане должны оставаться их патенты, в Кыргызстане должны, помимо того, что здесь будут налоги оплачиваться, помимо того, что прибыль, рабочие места, это само собой. Помимо этого мы хотим, чтобы здесь производили центры исследовательские, что они принадлежали именно Кыргызской республике. Стратегия это краткосрочная, на 2021 год, до 2021 года. То есть она может изменяться, это гибкая вещь. В зависимости от какой мир, какие тренды, мы должны очень внимательно это все отслеживать и, соответственно, идти за миром. А ваши стратегии уже понятны, и, конечно же, хотелось бы узнать, как вы будете действовать, вот прям работать. Стратегия работает следующим образом. В центре мы видим фонд с уставным капиталом 500 миллионов. Также у нас есть договоренность с Российской Федерацией о том, что на проектное финансирование еще будет дополнительно 500 миллионов выделено. Как мы уже сказали, что в 5 лет только на поддержание основных фондов нам нужно 1-2 миллиарда минимум денег. Но этого мало. Соответственно, мы должны работать с международными финансовыми институтами, с экспортными банками, другими институтами развития. Фонд становится катализатором привлечения средств и проектов в Кыргызскую республику. Причем хочу отметить, это прямых инвестиций. Это без гарантии государства. То есть это не ляжет как государственный долг. А это будут прямые инвестиции, которые будут привлечены под гарантию фонда. То есть фонд является очень хорошим инструментом для привлечения средств и проектов для развития Кыргызской республики. Важно отметить, что разработанная стратегия уже начала работать. Первым проектом, где фонд выступил гарантом возврата средств перед Международным экспортным банком, стал туристический комплекс «Карабулак», который закупил солнечные панели. Сделку профинансировал Чешский экспортный банк. Таким образом, фонд впервые начал привлекать дополнительные финансовые ресурсы к основной сумме. Уже оборудование пришло, ставлю солнечные панели. Ну, это зеленая экономика. Сейчас же актуально зеленая экономика. То есть энергосберегающий этот проект. Вот, я его с прошлого года начал заниматься. Вот сейчас просто здание не закончил, но оборудование уже пришло. Мы где-то вот под весной поставим его. Средства взял я из Кыргызско-российского фонда. Я получил под 4% на 3 года. Можно на 2 года, на 3 года, на 5 лет, до 5 лет. Разные формы там. Это интересно, это инновация, это новая технология. Инновация. Ну, у нас со светом знаете, какие проблемы. То есть и с точки зрения экономии. И она у меня будет на объекты. Стоит также отметить, что за год Российско-Кыргызским фондом развития было выделено льготных кредитов на сумму более 11 миллиардов сомов. А также, будучи гарантом, фонд уже привлекает дополнительные ресурсы для финансирования отрасли нашей экономики, для того, чтобы каждый кыргызстанец почувствовал, что успех нашей страны в руках каждого из нас, и что, развиваясь вместе, мы построим процветающий Кыргызстан.